Привет, друзья! С вами Одинокий Джесси. Сегодня тоже немножко посидим, поговорим. И кажется, есть нам о чем поговорить. Тем более враги, они дремлят. И вот, мне кажется, может, я слишком придирчив, или может, это, мне кажется, критическая ситуация. Но, вот знаете, я просто, я такой человек, когда я начинаю что-то искать, я хожу, там вот это, я просто задался целью, интересно, сколько ингушских сайтов на имя ингуши, Галай, ну, все вот это ингушское сердце, там есть очень много на английском, на всяком, по-всякому написано. Сердце ингуша, Галай дог, English Heart. Ну, там очень много. Вот так. Это только один. Вот это сердце, вот там, по-моему, 4-5 этих сайтов. А потом в войнах и тоже застолбанили вот этими своими вот бесконечными сайтами. И вот, знаете, такой маленький ресурс, такой столько, как геббельская эта пропаганда, вот столько у них вот этих сайтов, которые, я не знаю, куда ни смотри, ингуши. И, наверное, Бог вам создал этот интернет, чтобы вы там с ума сходили. Я вот такой, и я просто почему я вот так говорю, потому что я на очередной сайт English Dog, э, и вот там разоблачает чеченцев, что эти лезгинки Умара Дима, который он имя для гусей сочинил, и хотят вот это авторское, вот это Умара Димаева вот убрать, что угодно, и почему-то назвали ее азранской лезгинкой, и мы знаем, да, вот я, конечно, не музыкальный критик, но я знаю, чем отличается лезгинки Умара Димаева от всех лезгин, которые существуют. Я не говорю, что только чеченцы это пишут, но по-всякому. Но у него кульминация, вот имя, вот самое, вот лезгинки есть эта кульминация танца, эпогея, вот это. И вот кульминация танца, это в 1933 году придумано вот Умаром Димаем, вот колхозные лезгинки тоже оно присутствует. А вот именно азранской лезгинки нет этой кульминации. Есть схожие мотивы, но нет вот этой кульминации танца. Сперва мы послушаем, скорее всего, вот эту назранскую лезгинку, а потом я хочу просто рассказать, как они все это пытаются фальсифицировать, как они пытаются нас держать за идиотов, за дураков. И бедный Остап Бендер, он знал, что вот так можно обмануть людей. Да, он был очень интеллигентный воришкой, и он только сравнительно честных людей обманул. И знал 450 способов вот добиться своего. Вот ингуши, скорее всего, его переплюнули. Классика советского кино. И вот дивишься, назвать эти ингушские лезгинки, и там столько всего, все свидетели, все вот это туда суют, и вот интересно, когда наши, кроме вот этого одного историка, Башлам Чимаева, никто не хочет работать с этим документом. Да, есть еще Кистинцы сайт. Ну, это, знаете, нас 3 раза больше, чем эти ингуши, 4 раза даже больше. Это значит, у нас должно быть. Э, как можно перекрыть пропаганду? Еще массовая пропаганда. Не пропаганда, это противовес. Вот это. И вот ложь. А, конечно, когда ты лжешь, тебе не надо никаких принципов придерживаться. Ты можешь что-то красиво сочинить. Это же сказки, это же выдумки, это же фантастики. И так получается, что вот когда человек лгущий, он уже уже там ему очень легко. А вот когда ты доказываешь, правоту же нужно доказывать, и почему-то именно какой-то
постоянно вдогонку мы должны что-то указывать, что-то показывать, что-то вот вдогонку. Они мейнстрим взяли, вот они как кукол, домик, вот все, вы знаете, вот хотят, честно, вы не знаете, чеченцы, вы просто это, вам кажется, это детские игры, это нет. Вот они захотят, честно, я это вам говорю, захотят завтра что-то сделать, ваш, там, десятки, сотни сайтов у вас по всему Кавказу. Они стоят по всему Кавказу. Везде они. Это как вот на работу они сидят там, ходят, вот это, и вот не могут никак насытиться этой свободой. Это интересно. Это называется дорваться до бесплатного. Вот. Почему им Ингуш? Вот сейчас у меня сомнения, я-то думал, да, бывает, как чеченцы, мы же тоже хотели свободу своей государственности. Может, и у ингушей такая была благородная цель. А сейчас я сомневаюсь, что это была благородная цель. Это просто создать вот этот прикрытый крышу себя сделать, республика Ингушетия, это крыша, все, под этой крышей мы субъект, мы отдельный субъект. У нас вот это, мы вот свою вот эту пропаганду заниматься, они не могли чеченку считать, да, они это делали, но приходилось тонкими, тернистыми путами все это делать. И не всегда эти их успехи увенчаются победами. И поэтому вот они очень хотели создать это именно для того, чтобы прикарманить свою, знаешь, свою сущность, ты же не скроешь, пытаешься там лицемерить, но сущность подлых людей, никчемных людей, она никуда не денется. Через 100 лет, через 200 лет они были, вот им это в генах у них это заложено. Вот по отцовской, по материнской, я не знаю, отцы им это передали. Вот это философия ингуша, это же очень просто. Прикарман чужой. Это там не нужно за свободу умирать, проливать эту кровь. Это, знаете, всегда мы бедные, несчастные. Это где нужно там на колени стать, где нужно примазаться, там, я не знаю. Все вот это они владеют, вот этой техникой присвоения Остап Бендерского, вот эта техника. И вот все у них глазки, все. Вот они захотят какую-то историю придумать. Вот представляете, как они вот придумали историю Владикавказ наш, Буруал и Пригород район наш. Вот придумали. Да, ангуши, где-то там есть, может быть, вы ангуши, это же не то же самое ингуши, которые разранцы, Цероте или Джарахте. Это 4 разных общества. И вот вы, наверное, жили там. Я не могу утверждать вас, вообще природы не существовало. Там вы жили, и, скорее всего, были христианами, язычниками. И, скорее всего, к нам, чеченцам, войнахам, никакого отношения не имеет. Имеется в виду ангуштовцы. И вот там вы жили, свои совместные браки, билеты, не билеты, и вот что-то было. И вот вдруг вам, знаете, захотелось, носите даже сейчас, это и обиду осетины, просто у них есть великая культура, великий народ, но знаете, они смотрят, да, там чеченцы такие, разворот, и в 1760 году, когда в азранских степях бегали дикие кабаны, он поднимал восстание, там, я не знаю, имам, государство чеченцы уже имеют. Вот они хитрости, они бы русским, вот русским они, кто они такие? Там 1000 человек их не было. И вот какой-то, как сказать, тейп, да, вот какой-то тейп, какой-то, вот они решили, что вот они, вот это, конечно, скорее всего, у них был грандиозный план раствориться сперва с чеченцами, а потом все чеченское прихватить себе. Вот точно так же, они, скорее всего, до этого, мы не знаем историю, мы знаем только 1830-32 году, вот они в Ангуштовске были в составе вот этого военного Владикавказского округа. До этого, может быть, они тоже вот так сперва растворились в вот этих осетинах, потом прибрали к своим рукам.
И вот то же самое ждало нас. И, ну, так как мы стойкие люди, мы, да, просто боялись нас, потому что, конечно, не было ни одного прецедента, что им еще обратно Азеран послали. Нужно было посылать, конечно. Чемодан вокзал, сперва Рай Юлой со своим, вот этот Ибрагима Дальхигова, провокатор, который в Грозском университете сидел, вот этого агронома Бембулата Богатырева нужно было отправить. Вот это нефтяники Бексолта, Сейнаров, их нужно, вот этот газиков, который был Нико, я не знаю, что там, и вот это Барсников газ, их всех нужно было вот этих вычислить, этих предателей, этих воров, их нужно было, вот эта учительница тоже, которая Грозненская, дикторша Грозненская, Абадиева, вот этот Абадиев, многих, этот Сексот, вот этот агент КГБшный, вот этот стукач, русский Бузуртанов, ну, надо было, конечно, вот автобус туда садите, давайте, езжайте себе, вот у себя, что хотите делать, вы Чечня, да, а потом мы, это наша столица, откуда она ваша столица? Вы же ваша столица же. Азран, если у вас были такая великая культура, азранские лезгинки у вас были, все у вас было. И вот нас хотят обдурить, мне кажется, это хотят обвести вокруг пальца. И вот нужно быть начеку, товарищи. И не нужно, знаете, ущерб себе. Вот это только ущерб. Вот представляете, вы чеченцы самодостаточны, живете в своем авторе или Шелли, или в Грозном, Гудаме. Вам нужны ингуши, вам нужны эти братья. Не нужны. Вам свои братья лишние. Своим родным братом вы не можете справиться. Зачем вам нужны непонятно кто? И вот это нужно знать, Чечения это закончилось. Она никогда не вернется обратно, потому что мы истинные лица вот этих гунов, подлецов, лицемеров мы увидели, какие они, как они прикидываются. Это даже эти женщины, эти тетушки, эти бабушки, все смазаны одним вот этим эгоизмом, величием, которого вообще нет. И это печальная картина. Это печально, потому что нам оно не касалось бы, пусть эти колхозы живут, вот как колхозы, вот, касается, потому что они почему-то на нас. И у нас 1,5 миллиона чеченцев, мы не можем их, эти кучки, остановить. Не можем их остановить, не можем их прикрыть. Знаешь, там, я не знаю, вот ты хотя бы 1000 человек. У них-то есть эти тысячи, десятки тысяч людей, которые, если нужно, они, почему эти сайты создаются, чтобы вот так, если, чтобы в 2018, почему они все, зная, что они не правы, вдруг возбудились и вот свои гнев направили против нас, потому что вот им сказали, на этих сайтах сказали, давайте, и ФАС дали. И кто КГБ, ФСБ, и эти проходимцы. И вот это очень опасно. Вот они уже, у них, я просто хочу вам сказать, что у них вот методик, все уже, они, а у нас нет, у нас, мы только можем прославлять великого Ахмад Хаджика. Конечно, он великий. Я не говорю, что вот он очень много сделал. Да, Рамзан Кадир тоже очень много сделал. Но вот это же не кончается. Один раз, 15 лет тому назад, я ролик снял про жизнь замечательных людей, Аднан Шахбулатов. 7-минутный ролик ты снял на телевидении, все это недостаточно. Это каждый год. Если вы можете каждый день говорить о Рамзан Кадир или о других, почему нельзя каждый год это повторять? Нужно повторять, нужно обратно. Еще каждым годом информация расширяется, нужно брать новую информацию. Как-то вот это, нет, это вот ингушка, вот это, знаете, почему они же не смогли бы, если у них
телеканал Ингушетия, и этот Магаз, все эти чеченские песни, у них на этих было бесконечно, вот эти женщины, бесконечно эти мужики, их канал, вот, и это все у них показывается. Поэтому они уверены, что вот этот чеченцы и существовали. Это же скрытая эта пропаганда, которая на телевидении вообще, когда ты все, что вот связано с нами, вот все вот их. И вот люди, вот когда смотришь телевизор, вот это, по этим сайтам ходишь, и тебе кажется, что это правда. И вот я удивляюсь, приходят, о, ты что, это не так, это мы. И вот некоторые обижаются, некоторых провокаторов не сразу закрывают. Знаете, это вы просто, я не хотел говорить, но я скажу, конечно. Это я, знаете, это для меня очень, вот, когда человек в этой ингуши сам себя раскрывает. Вот поэтому мы их оставляем, чтобы понятно, знаешь, что у них голова. Я же не могу залезть в голову ингуша, вот, посмотреть, что он говорит. Он же хитрый, они же, вот это, в лицо мне никто не скажет. Как я могу? Вот им кажется, что они закрыты и держат нас за идиоту. Вот они сидят, все это же уму не послушать, сколько нового я узнал от этих провокаторов. Поэтому мне интересно, чтобы он побольше, чем больше ты рассказываешь, тем вот тогда я знаю, где копать, куда идти. И поэтому я все вот это, конечно, мне они доставляют, я сколько этот узурта, я многих прикрыл. И я же не могу всех подряд. А потом, конечно, это Нича Ахриев, оттуда дамочки постоянно приходят. Это когда ты видишь, что тексты пишут, я вот читаю, вы думаете, я не читаю, я читаю, что понятно, это простой ингуш или это вот это или из научного круга. И вот так это. Они же сами себя раскрывают, все рассказывают тебе, они думают, что вот они, вот это пишут, пусть пишут. Это намного интереснее, потому что знают, вот они, а потом ты знаешь, вот точно так чеченцы, нужно сидеть там, смотреть, полиции нужно смотреть, что они пишут, везде. Нужно сидеть и смотреть. Потом у вас картина в голове возникнет, к чему они идут. Вот у вас много чеченцев это нет, потому что у меня специально этот канал, где десятки тысяч это я получаю. И я уже знаю, к чему это идет. Будет саботажи, будут это вам кажется, они не посмеют. Посмеют, и как посмеют? Посмеют, вы что? Вы думаете, не посмеют? Потому что за ними пойдет 10-20 тысяч сумасшедших сумасшедших людей, они посмеют. Вы думаете, не посмеют? Это раньше осетины не посмели, потому что вы, чеченцы, они уверены, что вы их не тронете. Вы не посмеете чеченцы тронуть, потому что ваши миролюбивые разговоры, вот этому и идет. И как посмеет? Конечно, посмеет. Это просто сейчас они затихли, потому что они сейчас возбудились, потому что там по российскому каналу Рамзан Кадыров заболел, вот это, поэтому они обнаглели. Сейчас спадет. Если какой-то безвластие, или там может, мы люди не вечны, кто-то уйдет, кто-то придет, власть поменяется. Вот они вот этого ждут. И по ходу дела они будут сориентироваться, и вот это. Если какой-то бардак, снова истерия, что-то независимо, все, пиши пропало, мы потеряем снова землю. Они, которые придумали эти сказки, готовы, то, что им не касается, утверждают это их, еще говорят, мы заберем у вас чеченцев, а наши чеченцы, нет, мы не обижаем, нет, никогда в составе этих не было. Все мало Чечня, Галштин, вот я вам говорю, бывший район называю, Галштинский, Ачалукский, Пседахский, Нини-Малгобекский и Сунжский. Вот это все, это чеченские территории, бывшие.
Сейчас они, почему они не восстановили Галштинский район, почему не восстановили Ачалукский, почему не восстановили Седавский район, потому что они знают, что по истории вот чеченцы могут потратить. А сейчас, да, Малгобекский район. Малгобекский район, в 30-м году город Малгобек появился. Это вот такая история. А вы видели сами, да, первый, который Умар Димаев написал, они под Азранской косит. Вот второй, который Шлок Тхакури и 12 лет индийский парень танцевал, вот это действительно азранская лезгинка. Вот, если у них были эти амазонки, они сами были дикарями и прятались в этих риальских ущелий, вот их лезгинка, она есть. А вот тоже ингушская, типа назранские, бесконечно назранские лезгинки у них. И тоже танец тельских чеченцев, вот это, вот тоже другие ингушские, это очень много. Даже вот этот Дагмар, вот этот Хадиджат Ахтиева поет Дагмар, вот эти песни, которые, по-моему, Али Димаева сочинил. Полностью переделали, представляете? И вот это, вот там ингушская песня Дагмар.
А так, по всем фронтам, по всем вот это. Да, я знаю, мой отец всю свою жизнь тоже строителем был. Я тоже оканчивал Грузинское техническое училище 13 мастер сельского строительства. Я знаю, что мы чеченцы-строители. Днем и ночью по этому телевизору, только про это строительство. Или просто спортсмену. Я не знаю, где, вот я не знаю. И, короче, некому даже, знаете, это, они ждут, пока вот Рамзан Кадыров должен ему сказать, вот ждут вот указки. А нельзя самим сориентироваться, самим вот как я, как и другие, вот сориентироваться и действительно знать, какие у них возможности, которые на телевидении парень или девушка работают. Знаете, то же самое, как эти ингуши. Чем хуже наши от этой Лейли Гагиева, от этой Лейли Арабханова, от этой Танзили Чабиева, от этой русского Бузуртана, которого несколько страниц, вот это Танзила Заурова, тем хуже они. Вот точно так же работает на своем канале, вот это все. Но можно же тоже общественными делами заниматься. Я всю свою жизнь общественными делами занимаюсь. Вот я сейчас работаю, тоже общественно значимый контент создаю. А почему? Я каждый день хожу на эту работу. У меня непростая работа. Я в самой большой больнице Европы работаю. И сколько, вот, единственный человек, там у нас только в нашем вот этом отделении работает 1700 докторов, вот все, 1700. И я один только, вот у них единственный человек, который специально, специфически, так называется это. И вот только я один, из 1700 там сотни докторов. Вот бывает начальников тоже, там 100-200 начальников там по разным отделениям. А я только один, представляете, отдельно у меня все. Я один человек на всю вот эту больницу. А так у нас 14 больниц в этом месте. И я еще успеваю. Вот сейчас я пришел с работы. Вчера тоже пришел. Я не знаю, вот это третий, четвертый попытки, я не знаю. Я никак не могу, ну как вам сказать, если я начну снова, мне кажется, что я повторяюсь. Но вот как это, везде, хорошо, вот это, танцуют чеченский танец, говорят, что это ингушский народный танец. Вот здесь я уверяю, есть там 20 комментариев, вот они, конечно, убирают комментарии, но все равно можно все везде, везде, просто как эти ингуши делают. Вот я просто поставил песню, вот эту Апти Далхатову, нет, это Хамзат Хамхою написал. Вот так они, на ровном месте. Вот этот, мне понравилась вторая версия на азрановской лезгинке исполнения Шлоки Тхакури. Да, маленького Жими, который очень красивый. Вот это я понимаю талант. Что вам не вместо того, чтобы чеченское врать или переделывать, или, знаете, вот, а нельзя просто сесть самому написать это. Вот почему нельзя, вот, зачем, это что же, иногда вы просто так присваиваете, иногда вы пытаетесь немножко поменять музыку, иногда слова менять. Но все равно это же труд, работа. А нельзя просто сесть, написать самому. Нет. Мы можем тоже гадить этих бесконечных чатов. Но вот такое дело. Я не знаю, никакого, вот это, даже желания, если честно, нет сидеть об этом говорить. Я могу, конечно, тема, вот это сейчас, как заела пластинка, о лезгинках я остановился. До этого я год вел вот этот их ложь, там, не знаю, в своем манере. У меня же тоже, если у меня было бы время это сесть, написать грамотный текст, и то я читать своими словами я могу говорить, но вот читать я не мастер, конечно, читать я не мастер.
Вот такой. И как это, делать вид, что ничего нет. Делать вид, что ничего нет. Такая госфилармония, знаете, сотнями вот это. Я не знаю, э, нужно же. Даже вот этот э, диктор вот этого президентского протокола, представляете, просто диктор протокола взял и обратился к Хамзату Бекову, сказал, это скопировал с чеченского, вот это, от наших, и вот он говорит, это твоя песня, можешь нам дать, я напишу стихи, он даже не писатель, не композитор, никто он. И вот даже вот этот протокольных съемок, представляете, диктор протокольных съемок, сам своей инициативы взял, пошел, у этого Хамзата Бекова, Францию обратился, вот это для Лёмина Нагиева сочинил суперхит, чтобы она же получила заслуженный артистский республику Ингушетии, а вот заслуг не было. Вот они, те тоже сказали, перспективная девушка, и вот так это у них еще очень просто. И даже сейчас по всему ее, за счет чеченцев, беженцами приехали все, и вот тут сидят, и все эти деньги не жалеют, для ингушей своих не жалеют. Да, для бедных людей же жалеют, и да, жадные такие. А вот для пропаганды нет, мы ничего не жалеем. И вот так, они же, у них же горя нету, дома, они разрушены, матери, отцы не убиты на фронте там от боевых действий. Все на ровно приехал, конечно, им остается только на своих жен, на мужей гадость, вот эти ссоры и вот это интернет и гадости срочит. Вот вся эта развлекуха. Когда человек на ровном, представляете, если я тоже за счет другого, вот за счет, мы чеченские беженцы, мы из Грозного. А почему вы, ни одна собака, тварь, не говорите, что вот мы жили в Грозном, как это было хорошо? Нет, школьный год никто не вспоминает. Свои, вот это нет у нас. Возле кассы, да, мы скажем нужные слова, и потом сразу получает этот паспорт гражданина, и все. Я ингуш, я ингуш. Хорошо, что вы ингуши, и что вы не опасного, и то мы устали от этих разборок, хватает этой России. Еще вас придачи не хватает нам. Идиотов, бескультурных людей. Их так идиотов развелось, и тупых людей по всему миру из этих социальных сетей. И вот не хватает вашего рвения, вот это вот величие вашей республики. Наверное, некоторым будет обидно, сидят, наверное, приличные люди. Но знаете, у вас не идет война, вы не под оккупацией. Вот почему нельзя, вот даже вот этот танц, почему нельзя пойти посмотреть, где есть такой танц? Нет, это наш ингуш. Значит, вы участвуете это уже, значит, вы участвуете в этом предательстве, значит, вы такие, как эти Прибамбасе с Папуа Новой Гвинеи. Я, конечно, этим папуасе, извиняюсь перед этим папуасским народом, они ни при чем. Если вы, товарищи дикари, они же ни при чем. Это не их вина, что вы такие хитрые. Вот такой. Вот такие дела в наших квартире. И вот я сейчас с чего взять, с чего начать? Потому что был бы профессионалом, да, я бы, знаешь, вас, просто лайф не хватает. Вот когда ты лайф, ты вот за кадром, это тоже сложная работа. Хочется, конечно, общаться с людьми, познакомиться с людьми. А как ты познакомишься, как ты пообщаешься, если ты всегда сидишь за кадром и вот это все комментируешь. Вот потом я знал бы и потянулся бы люди. И вот знаете, как ты, может,
единомышленников можно было бы найти. Я не знаю, как быть дальше. Но я вам говорил под Новый год, что, ребята, просто это вот это, как вам сказать, деятельность немножко прикрою. Да, скорее всего, нужно прикрыть. Ну, не то, что прикрыть. Иногда можно вот так выходить, и коротко, ясно, что-то говорит. И вот так это, вот так они. И любая собака может вот так выйти, вот, и строчить это все. Просто я думаю, интересно, чеченцы, которые ЧССР знали, что кто такие, ничего, вот это я хотел, вот, честное слово, они у нас жили, видно, у меня первый мой друг был тоже ингуш. И интересно, Яндия, по фамилии Яндия, я имя не буду говорить. Да и вот как это? Ну, такое, пока-пока, с вами был одинокий Джейсон. Многие говорят, не нужно так долго говорить, я просто прекращаю. Конечно, были и другие темы, может, интересные, мало интересные. И вот лучше я сейчас, потом я снова выйду, как-нибудь повеселимся, товарищ. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон. Мире добра всем вам.